Мы сейчас находимся, значит, в Выжвинском участковом лесничестве, 22-й квартал. Здесь делянка высшая из подрубки в 2010 году. В прошлом году подготовка почвы была произведена. Значит, сейчас мы создаем лесные культуры. Посадочный материал выращен в Республике Коми. Значит, количество этого посадочного материала, подлежащих посадку, 4000 штук на гектар. Не отстаем. Мы тоже. Не просто сеянцы, они генетически улучшенными свойствами. Они, значит, были собраны в свое время, шишки, во-первых, собраны с пульсовых деревьев. Далее они были высажены на наших плантациях, по циктовкарам в первую очередь, там маточной плантации. Далее селекционеры наши республиканские выбрали опять пульсовых деревьев черенки, привели их. После того, как привито было, на плантациях посадили, потом они выросли. И вот с них уже, с улучшенных деревьев, которые выросли на наших плантациях в республике, собрали шишки и вот эти сеянцы получили. Ты знаете, вот как вы считаете, вот народные поговорки, они верные? Да, неспроста. Вот я тоже так думаю. А есть такая хорошая народная поговорка, что нормальный мужик, он должен что сделать? Родить сына, посадить дерево, построить дом. То есть даже в народной поговорке посадить дерево равнозначно продолжению рода. Поэтому я считаю, что это не хобби в принципе, потому что какое-то может быть хобби. Это просто забота о том, как, собственно, я живу, вокруг меня мои друзья живут, мои дети, там, внуки, дай бог, будут. Я просто хочу, чтобы тот лес, который, вот среда обитания, в которой мы живем, она была всегда в республике. А для этого, конечно, надо лес сажать. Чтобы потом чувство удовлетворения испытывать от того, что видишь, как это все на твоих глазах растет, развивается, точно так же, как сын растет. Спасибо большое. Да нет.